В соцсетях Таджикистана распространяется хронология событий на кыргызско-таджикской границе, где они оправдывают свое военное вторжение и убийство мирных жителей, якобы провокация со стороны Кыргызстана. В этом видео мы разберем их аргументы. Кыргызстан в конце марта подтягивает свои войска к границе Таджикистана под предлогом проведения учений в Баткенском районе. В Кыргызстане, как и во многих странах мира, военные учения проводятся каждый год. К примеру, в марте военные учения прошли в Казахстане и в Узбекистане. Ташиев и Садыр Джапаров предлагают Ворух обменять на таджикские земли, которые в настоящее время находятся под контролем Кыргызстана. На самом деле Камчыбек Ташиев предложил два варианта решения. Первое – это сделать замеры анклава Ворух и открыть к нему дорогу в обход села Аксай. И второй вариант – это обменяться участками в районе Баткена или Лейлека. И вполне опрометчиво заявлять, что есть некие таджикские земли, которые в настоящий момент находятся под контролем Кыргызстана. Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. И заявлять о том, что эти границы принадлежат Таджикистану, как минимум некорректно. Ташиев угрожает Таджикистану, что кыргызы построят водохранилище на реке Хаджабакирган и оставят город Худжанд и другие земли Сагдийской области Таджикистана без воды, а потом он решит вопрос с границей. Проблемы ресурсов в приграничных районах всегда стояли остро, а вопросы строительства или нестроительства водохранилищ решаются не на основании популистских заявлений чиновников. Вопрос в другом. Неужели эти слова оправдывают убийство ни в чем не повинных граждан? Неужели они оправдывают сожжение целых сел? Обе стороны как будто забыли о дипломатии ценой жизни мирных граждан, что является нарушением международного права и должно расцениваться как преступление против человечности и мира. 17 апреля Кыргызстан устраивает провокацию и начинает без согласования производить ремонтные работы на головном сооружении, расположенном на реке Исфара, чтобы спровоцировать таджикскую сторону на конфликт с целью дальнейшего захвата сооружения. Водозабор головной полностью принадлежит Кыргызстану. Объект был построен в 70-м году, и с тех пор кыргызская сторона сама обслуживает и несет все затраты. И объект находится на территории Кыргызстана и на данный момент находится на балансе Баткенского управления водным хозяйством. С целью запечатлеть дальнейшие провокационные действия кыргызской стороны, таджикская сторона 28 апреля устанавливает на своей территории камеры наблюдения. А по словам жителей таджикского села Ходжай-Ало, камеры устанавливают, чтобы контролировать процесс распределения воды, а не для запечатления провокаций. Переодетые под мирных жителей спецназовцы Киргизии избивают местных жителей и таджиков и препятствуют процессу установки камер. После установки камер собрались люди с обеих сторон и начали обкидывать друг друга камнями. Что-то 30 около, 30 плюс-минус. По словам главы Баткенской области Омурбека Суваналиева, глава Сагдийской области поручил таджикским силовикам убрать камеры, но аким Исфаринского района его не послушал. Есть ли достоверные факты о том, что там был спецназ Кыргызстана в гражданском, а не спецназ Таджикистана, или другие специальные провокаторы? Неизвестный снайпер открывает огонь по местным жителям, ранение получает мэр города Исфара. Если снайпер неизвестный, то почему вы предполагаете, что он именно с кыргызской стороны? Давайте не забывать, что конфликты на границе выгодны многим влиятельным людям, у которых есть здесь свои интересы, и им выгодно поссорить народ в том числе. Спецназец Кыргызстана атакует погранзаставу Таджикистана, расположенную на Джоамате Ходжай-Ало, и пытается захватить головное сооружение на реке Исфара. Зачем пытаться захватить водозабор головной, если он принадлежит Кыргызстану, и Кыргызстан обслуживает его с 1970 года? 29 апреля в 14:00 спецназ и МВД Таджикистана начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов. В 17:00 таджикская сторона открыла огонь по погранзаставам Минбулак, Капчыгай и Достук. В результате загорелась погранзастава Достук.
И только в ответ на эти действия отряд Бору захватил погранзаставу таджикской стороны. Далее кыргызы получают ответ по полной программе. А теперь кто виноват? Помимо опрометчивости заявлений наших политиков, они не содержали в себе элемент агрессивных действий, а были лишь взглядами чиновника на то, как урегулировать спорные территории и решить вопрос доступа к ресурсам. Заявления лишены дипломатического такта, но даже эти заявления не могут оправдать полномасштабные военные действия Таджикистана в адрес мирного населения. Действия таджикской стороны были запланированы задолго. Этому свидетельствует много фактов. Подготовленные окопы, консолидация военной техники на границе задолго до конфликта и сведения о нахождении военного генерала Шоха Искандарова в конфликте на границе. На кыргызско-таджикской границе его замечают не первый раз. В январе 2014 года МИД Кыргызстана направил ноту в адрес Таджикистана, выразив обеспокоенность по поводу нахождения Шоха Искандарова и его людей в анклаве Ворух. Со стороны Таджикистана применялись автоматическое оружие, минометы, боевые вертолеты, тяжелая бронетехника. И все это в отношении мирного населения. И главное, эта техника была применена не только в месте конфликта у водозабора Головной в Баткенском районе, но и уже на следующий день в селах Лейлекского района, которые находятся в 100 километрах от места конфликта. Военные Таджикистана напали на несколько сел и уничтожили больше 100 жилых домов и других социальных объектов. Они вынудили около 55 тысяч человек эвакуироваться со своих сел. Многие из них еще не скоро смогут вернуться домой.